Общая площадь объекта 40 тысяч квадратных метров. Вместимость зрительской трибуны 8 тысяч мест. Длина ледовой дорожки 400 метров. Главный архитектор Владимир Лаптев. Уникальная архитектура здания Ледового дворца Алау, а также его новейшее техническое оснащение делает его по-настоящему выдающимся спортивным сооружением. Функциональность комплекса предоставляет широкие возможности как для профессионалов, так и для любителей ледовых видов спорта. По версии голландского издания AD Sport Wereld, Алау занимает первое место в рейтинге конькобежных стадионов планеты. Ледовый дворец Алау был построен по инициативе главы нашего государства для проведения азиатских игр в 2011 году. И эти игры прошли с очень сильным, хорошим эффектом. Сразу же на Алау были побиты все азиатские рекорды. Но после азиатских игр спортивная жизнь на Алау не прекратилась, она очень насыщенная. Ледовая арена дворца содержит трибуны для зрителей на 8 тысяч мест. Далее по окружности трибун располагается 400-метровый ледовый трек, который более знаком частым посетителям комплекса как чемпионский лед. В центре арены нашли свое место хоккейный корт и каток для фигурного катания, между которыми находится зона отдыха и кафе для отдыхающих. Алау – это суперсовременное спортивное сооружение, на котором выступают лучшие конькобежцы мира и устанавливают самые высокие скорости, с одной стороны, а с другой стороны Алау насыщен каждый день повседневной спортивной активностью. В Алау очень много детей, в Алау очень много любителей спорта. Сегодня в Алау поставлен практически рекорд по стране. Еженедельно Алау посещает более 15 тысяч любителей спорта. Немаловажными составляющими комплекса является зал судейской коллегии и 8 раздельных раздевалок для спортсменов, так как в здании Ледового дворца проводятся не только тренировки, но и соревнования республиканского и мирового значения по таким видам спорта, как хоккей, шорт-трек, фигурное катание и конькобежный спорт. Также в здании дворца регулярно проводятся массовые катания для жителей города и его гостей. Каждый человек, который приходит в Алау, это особый человек. То есть вот сейчас есть такой тип человека экшен, люди, которые в движении. И вот мне кажется, наша площадка, наш чемпионский лед – это идеальная площадка для активных людей. Помимо объектов спортивного назначения, комплекс состоит из фитнес-центра, зала для пресс-конференций, гостиницы, ресторана, а также спортивных залов для проведения любительских игр по гандболу, мини-футболу и баскетболу. Этим летом мы улучшаем инфраструктуру для массового катания, мы расширяем зоны проката коньков, гардеробов. Сегодня в Алау очень активно развиваются дополнительные спортивные сервисы, такие как условия для занятий мини-футболом, волейболом, баскетболом, пляжным волейболом. У нас очень недорогие, доступные детские билеты, в первую очередь для детей с ограниченными физическими возможностями. Эта категория имеет бесплатный доступ, на Алау. Девиз Алау «Чемпионский лед для всех» находит свое подтверждение в том, что посетителями Ледового дворца могут быть не только закоренелые любители ледовых видов спорта, но и те, кто недавно встал на коньки. Сделать первые шаги на льду интересными, захватывающими и безопасными помогут опытные инструкторы. Я встречаюсь с людьми различными, разговариваю на различные темы, учу их кататься, также знакомлюсь с ними. Мне это очень симпатизирует, так как Алау – это очень хорошее место, оно очень позитивное, наполняет людей радостью. Люди здесь бывают падают, кататься не умеют, но я прихожу к ним на помощь и помогаю им. Нравится кататься, нравится кушать и нравится пицца. Нравится пицца и нравится тут замечать своих друзей.
Большой интерес к ледовым видам спорта проявляет молодое поколение казахстанцев. Именно поэтому на ледовой арене дворца Алау можно заметить большое количество детей и подростков. Особенно любима детьми атмосфера на льду, располагающая к активному отдыху, и символ дворца – великолепное пламя. Алау – такое необычное, очень интересное название у нашего комплекса. Лед и пламя. Вот. Но, наверное, в этом очень такой философский символизм. Алау живет очень насыщенной, бурной жизнью. Она буквально кипит. 10 утра, субботы и воскресенье не смущает. То есть люди уже здесь, люди с семьями, полюбили, катаются. И наша задача каждый раз их чем-то удивлять. На льду поздравляют с днем рождения. На льду делают предложения. Это уже стало хит сезона. И включая новогодние, предновогодние дни, День влюбленных. То есть десятки людей делают предложения, мы помогаем им, чтобы это было каждый раз оригинально, каждый раз необычно. Здесь человек может реализовать свои все фантазии, идеи. С заходом солнца Алау дает возможность наблюдать захватывающее зрелище, когда приводится в действие осветительная техника. Дворец предстает перед наблюдающими в композиции из 3 цветов. Зеленый, как символ обновления и молодости, синий, олицетворяющий ледовую арену, основа объекта, и оранжевый, огненный цвет, связанный с именем комплекса – Алау, что в переводе означает «пламя». Привыкли уже, у нас сложился какой-то стереотип образа такого здания. Вот скажем, Алматинская ледовая арена, Карагандинская, в других городах. А здесь создали совершенно такой необычный образ, необычную композицию, такая горизонтальный, пологий купол с 3 акцентированными углами. И, в общем, смотрится достаточно интересно, оригинально. В целом, можно сказать, это, в общем-то, находка авторов, это новаторская идея. В целом, это, конечно, очень удобная организация пространства, можно отметить. Ледовый дворец Алау удачно вписывается в инфраструктуру города, которая способна предложить спортсменам, прибывшим на соревнования, современный аэропорт, широкие транспортные магистрали, выдающиеся объекты культуры, а также разветвленные сети объектов торгового значения. Благодаря таким сооружениям, как Алау, Астана становится спортивным центром Средней Азии. Каждый год Алау проводит один из этапов Кубка мира. Каждый год на Алау проходят все республиканские соревнования. Мы получили право проведения в 2015 году чемпионата мира по спринтерскому многоборью. Не так просто завоевать доверие Международной Федерации, но я думаю, что вот именно высокие скорости, хорошая организация соревнований стала вот залогом того, что в 2015 году мы проводим чемпионат мира. Интерес к ледовым видам спорта привит нашему народу еще со времен Советского Союза, благодаря сильной тренерской школе и развитию здорового образа жизни. Если же заглянуть глубже в историю, то в 1948 году при археологических раскопках поселений Бронзового века близ города Кустанай были найдены 6 пар коньков из костей передних ног лошади, сделанных еще за 1000 лет до нашей эры. Эти коньки являются прототипом современных коньков. И венцом развития культуры на катание на льду в этом регионе стал ледовый дворец Алау. Сегодня любой астанчанин, любой, так сказать, гость столицы может прийти и получить удовольствие, насладиться скоростью нашего льда. Не зря у нас девиз нашего предприятия «Чемпионский лед для всех».